По предварительной версии, которую озвучил глава МВД Калмухамбет Касымов, мотивом массового убийства в Алматы стала месть полиции. Сейчас подозреваемого Руслана Куликпаева в присутствии адвоката допрашивают следователи. Стрелок, как сообщает глава МВД, вел прицельный огонь по стражам порядка. Всех сотрудников в униформе, кто оказывался на пути преступника, ждала автоматная очередь. В полиции полагают, что уверенный в своем скором аресте Куликбаев решился на отчаянный шаг. Как сообщил министр, подозреваемый 26-летний Руслан Куликбаев уже имел судимости за грабеж и хранение оружия. В общей сложности он провел в колонии почти 6 лет. Молодой человек незадолго до бойни в центре Алматы, по словам главы МВД, приобрел огнестрельное оружие. Его подозревают также в убийстве гражданки Узбекистана, которое произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Первое показание его, это вот прям сказал, что в основном ненависть к полицейским шел просто неконтролируемо, открывал огонь по всем полицейским автомашинам и по полицейским. В здании департамента КНБ, куда стрелок прибыл сразу после расправы над полицейскими в Алмалинском РУВД, произошла перестрелка с дежурным спецслужбы. Дежурный комиссар не мог, и он, пробегая дальше, увидел автомашину, где находился военнослужащий пограничной службы, старший лейтенант. Попытался завладеть этой автомашиной, и когда у него не получилось, он открыл огонь. По словам министра внутренних дел, стрелку сейчас предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Сейчас задержан и переведен из больницы, где его накануне прооперировали медики, в следственный изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело по ряду статей. Это убийство одного и более лиц, по статье терроризм, по статье сопротивления представителям власти, по статье нападения на государственные объекты. По всем этим статьям сейчас будет расследование проводить совместная оперативно-следственная группа МВД, Комитет национальной безопасности и Генеральной прокуратуры. Всего жертвами вооруженного стрелка 18 июля стали 5 человек. 3 полицейских, 1 гражданский и случайно оказавшийся на пути у преступника сотрудник пограничной службы. В больницах остаются 8 раненых, 6 из которых сотрудники полиции. Динмухамед Каликулов, Гани Бекенов, 24 КЗ, Алматы.